Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Ринета Жаббарова, и сегодня мы с вами поговорим о кино. Творить что-то новое – это удел людей неординарных. Вопрос в другом. Что движет этими людьми? Загадка? Возможно. А возможно, дело в одном прекрасном слове – вдохновение. Порой на человека снисходит вдохновение, и он из ничего начинает творить что-то интересное, замечательное, увлекательное. Он начинает творить произведение искусства. Одним из видов такого искусства является кино. Создание настоящего игрового художественного фильма, который будут смотреть миллионы зрителей, дело непростое, трудоемкое, ну а по нынешним меркам довольно дорогое. Но и московские татары не испугались и не остались в стороне. Замечательная творческая команда во главе с кинорежиссером Гаяром Нуримановым из студии «Казан Клаб Медиа» взялись за создание современного татарского кино. Ни для кого не секрет, что вот уже на протяжении года велись съемки полнометражного фильма «Махаббат Ульгерягише 2. Живи, чтобы любить». Это остросюжетная, трогательная лента о молодой татарской семье. Да-да, не удивляйтесь, это продолжение той самой истории главных героев, которые снимались в короткометражном фильме «Махаббат Ульгерягише Love Story». Над созданием фильма трудилось более 20 актеров. На съемочной площадке присутствовали операторы воздушной съемки, звукорежиссеры, светотехник, постановщики, а также визажисты и гримеры. Для опасных моментов был приглашен постановщик трюков. Команда Гаяра Нуриманова трудилась в поте лица, днем и ночью, бывало и сутками. Итак, фильм выйдет в прокат в нескольких кинотеатрах Москвы, а также кинотеатрах других городов России. Ну а сегодня мы с вами поговорим с автором, создателями и с теми, кто принимал участие в съемках фильма. Расскажите, пожалуйста, о чем же будет фильм? Сюжет фильма будет развиваться и крутиться вокруг одной молодой татарской семьи. Наша главная цель состояла в том, чтобы показать татарскую семью изнутри, показать ее обычаи, традиции, некую самобытность, которая ей присуща. В том числе, когда мы писали с Динарой сценарий, мы внимательно и тщательно вносили в сюжет только самые актуальные темы, касающиеся внутрисемейных отношений. Это любовь, это разлука, это боль, это одиночество, это предательство, обман, зло и, соответственно, проблемы, которые перерастают действительно в большую опасность для главных героев. Два. Ага, вот так, раз, тащишь. Тимур, раз, Тимур, два. В жизни каждого человека бывают трудности, какие-то неприятности, и каждый по-своему для себя делает свой выбор. Ну а с другой стороны, мы старались кадры фильма сделать так, чтобы они были действительно очень реалистичными. Олег, что с тобой? И мы со студией «Казан Клаб Медиа» постарались, чтобы современному зрителю было интересно смотреть наше кино. Мы сделали так, чтобы сюжет фильма был завораживающим и действительно очень-очень интересным. Дорого стоит один съемочный день. Как вы все это умудрились организовать? На самом деле, если честно говоря, то очень дорого, потому что у нас почти все было в аренду, и операторское оборудование, и звуковое оборудование, и место, где мы снимали, и за все, конечно, приходилось платить. Помимо режиссерской работы, мне приходилось заниматься еще организаторскими вопросами. И, конечно же, это очень тяжело, когда, соответственно, и режиссируешь, и организовываешь процесс. То есть могут получиться некоторые накладки, за всем не уследишь. Ну и последний вопрос к вам. Вы довольны, как все завершилось? Ну, я лично, да, я доволен, потому что более 1 года мы снимали кино, и это
столько переживаний, это столько эмоций. Я думаю, это действительно мы сделали очень большой труд. И для всей съемочной команды действительно это, как, Динара, считаешь, это колоссальное да, я просто... скажу, вот есть такое выражение «первый блин комом», да, и в принципе для первого раза это очень даже неплохо. Арслан, ты оператор-постановщик фильма. Расскажи нам о своей работе над съемками. Снимать кино – дело сложное, так как это был первый проект, крупный проект для нашей студии, мы, конечно же, отнеслись со всей серьезностью. Были свои сложности, это особенно воплощать задумки режиссера, точнее переводить в интересную, захватывающую картинку. Для этого мы использовали специальное операторское оборудование. Вот за этот год мы с ребятами стали одной, единой, сплоченной командой. Ну а результат нашей совместной деятельности, творчества скоро увидите на экранах. Съемки длились больше года. Это был очень интересный, увлекательный процесс. Это вообще мой первый опыт участия в большом проекте, в полнометражном фильме. И очень хочется поблагодарить организаторов этого проекта, а именно режиссера Гаяра Нариманова за предоставленную возможность. Самым сложным, наверное, было вставать по воскресеньям рано утром, чтобы приезжать на съемки, потому что мы работали целую неделю, и, получается, на выходных мы снимались в фильме и работали 7 дней в неделю вообще без отдыха. Было очень тяжело лежать на холодном бетонном полу несколько часов подряд. Было тяжело сниматься в мокрой одежде, потому что нас поливали бензином во время съемок. И было тяжело перевоплотиться в свою героиню, потому что по жизни я достаточно спокойный человек, а по сценарию мне приходилось очень громко плакать, рыдать, устраивать истерики. Мы не можем найти себе место. Самым ярким впечатлением для меня было, наверное, ощущение материнства, потому что по сценарию у меня была дочь, которую в процессе съемок я успела по-настоящему полюбить. Я играла Адилю, дочь главных героев. К нам в школу приезжал Гаяр Раби. Он выбрал меня из нескольких девочек. Трудно было сниматься, ведь у тебя школа, занятия. Родители не ругали, когда ты поздно возвращалась домой? Нет, не ругали, но папа иногда возмущался, когда я поздно возвращалась. Но потом все нормально было. Были страшные сцены, когда ты боялась? Ну, были некоторые сцены на заводе, там на первом этаже были сцены, и мне было там страшно находиться. Мама зовет тебя. Адиле. Эй, включите свет. А тебе помогали играть твою роль? Да, к нам домой приезжал Гаяр Раби, и он помогал мне, репетировал со мной трудные сцены. Ну и последний тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, кем ты хочешь стать в будущем? Акробаткой или все-таки уже актрисой? И акробаткой, и актрисой тоже. Радик и Эльмира, расскажите о своих съемках и какие роли играли вы? Я должен сказать, что мне очень повезло. Я играл самого себя, и мне не пришлось перевоплощаться в другую роль. А по сюжету я играю лучшего друга главного героя Дамира. Раз, два, три. Существует вторая сюжетная линия, романтическая, в которой я знакомлюсь с замечательной девушкой Эльмирой. А по фильму ее зовут Гюзель. Привет, красотка. Как насчет познакомиться с реальным парнем? Да, я играю героиню второго плана Гюзель. Собственно, могу сказать, что
Для меня, человека далекого от кинематографа, впечатление от съемок, конечно, это очень интересно, это очень захватывает, это очень весело. Прости меня, пожалуйста. Я очень виноват перед тобой. Я не хотел, чтобы ты обижалась. Я не могу без тебя жить. Я дальше забыл. Перед съемками я очень нервничала, но благодаря такой веселой, на самом деле, команде, такой поддержке, все получилось очень здорово. Я старалась. Мы старались. Мы старались. И у нас получилось? Надеюсь, да. Нет? Получилось. Что больше всего вам понравилось на съемочной площадке, в съемках? Мне в первую очередь понравилось, что съемочный состав, актерский состав состоял из уже знакомых мне людей, с кем-то я общаюсь, дружу, и это подбадривает общий дух. Но это и плюс, и минус. Минус в том, что очень долгий процесс съемок за счет этого, потому что все смеются, все радуются, все что-то рассказывают и юморят. И пока Гояр своим командным голосом в рупор не крикнет: ребята, хватит смеяться, хватит, давайте работать. Вот это может длиться до бесконечности, поэтому спасибо ему за профессиональную работу. А мне цветочки подарили. Тихо! Я был помощником Гояра на площадке, поддерживал съемочный процесс, всячески помогал ему, помогал съемочной группе. Мне очень понравилось участие в этом проекте. Хотел сказать Гояру большое спасибо за участие в этом. Надеюсь, что все получится и кино удастся. Съемки прошли отлично. Все было очень интересно. Не верится, что прошел год. И очень жаль, что съемки закончились. Да, это была масса впечатлений и было очень много всего интересного, учитывая, что это был первый подобный опыт у нас. И также вот у меня сложилось впечатление, что мы приняли в действительно очень важном и востребованном проекте. И хочется верить, что он сможет оставить большой след в истории современного татарского кино. Да, это так. Когда ты играешь, тебя аж пробирает до мурашек. Ты волнуешься, переживаешь, нервничаешь, но ты понимаешь, что ты должен сыграть достойно. Нет. Что ты наделала? Что я наделала? Но что касается наших ролей в фильме, то это останется на данный момент секретом. Лучше вы сами увидите это в фильме. На примере. Итак, фильм снят и скоро выйдет на большой экран. Ну а каким оно будет, судить зрителям? Увидимся на большой премьере!